Нас пригласили на гала-концерт фестиваля детского творчества «Ломая барьеры». Здесь много особенных артистов, которые знают, что сцена – это круто. В этом году в Уфе проходит 9-й инклюзивный международный фестиваль детского творчества «Ломая барьеры-2022». В гала-концерте фестиваля принимают участие самые талантливые и целеустремленные ребята, независимо от физических возможностей. Перед тем, как оказаться в зрительном зале, ребята участвуют в творческом мастер-классе, ведь создавать искусство может каждый. Как тебе этот праздник? Если честно, мне очень нравится, потому что я не особо люблю сидеть дома, и вообще с моим диагнозом я очень мечтаю научиться ходить, чтобы ходить на такие мероприятия почаще. На каких активностях ты уже побывала? Мы делали браслетики-бабочки и клеили открытки, на которых клеили вазу с цветами. И всем подарили розочки. Девиз фестиваля «Твои новые возможности». Что это значит? У каждого человека есть суперсила. Кто-то уже знает, в чем она заключается, а другим нужна помощь, чтобы определиться, в чем его суперспособность. Поддержать ребят и вдохновить в этот вечер пришла даже первая леди Башкортостана Карине Хабирова. Зал полон. Для многих артистов этот звездный час первый. Девчонки, расскажите про ваше выступление. У нас выступление «Умный мышонок». Я буду мышкой, а моя сестра будет менять костюм разных животных. Но мы готовились буквально чуть-чуть, потому что это наш первый уже номер. Мы его отправили по видео, а потом мы с этим же номером приехали в Уфу. Почему вы решили участвовать в этом фестивале? Мы захотели попробовать, получится или не получится. И как видите, у нас получилось. В этом году на конкурс было принято 376 работ от участников из 12 регионов России. Дети и детские коллективы представили творческие номера в 4 номинациях: вокал, хореография, инструментальное творчество и оригинальный жанр. Творчество и любовь к делу иной раз хорошо сказываются на здоровье. Иногда лучше спеть песню, а не пить эти лекарства. Даша Ляшенко, Тимур Кашаев специально для «Горы новостей».